С 1 января на дорогах республики не останется неофициальных перевозчиков пассажиров. На маршрутах будут работать только получившие лицензию предприятия. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства Виталий Зангионов. По его словам, с дорог должны исчезнуть и старые автомобили. Кроме того, ужесточат контроль за маршрутчиками. В этом году в ходе рейдов задержано порядка 90 водителей, которые садились за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Вице-премьер критически отозвался о деятельности ряда надзорных органов, которые следят за работой в сфере общественного транспорта. Нету системной работы по оптимизации транспортной сети города, это во-первых. Нету работы системной транснадзора, а это влечет за собой вот такой вот, извините меня, хаос в городе. Значит, поэтому у нас с Нового года, значит, в рамках контроля за исполнением решений комиссии, значит, мы будем заслушивать и Ространснадзор и вообще работу этой комиссии. Кроме Минтранса, да, вот я могу это сказать, все остальные занимаются компанейщиной. Говорили и о статистике дорожно-транспортных происшествий. Средняя цифра колеблется в районе 150 погибших ежегодно. Несмотря на предпринимаемые меры, она не снижается. С начала 2014-го жертвами ДТП уже стали 139 человек. Это ощутимо больше, чем в соседних республиках, подчеркнул Виталий Зангионов. Причина в основном в недисциплинированности водителей. Как только мы пересекаем в сторону Кабардино-Балкарии, так, Асан Григорьевич, значит, мы все пристегиваемся и все соблюдаем правила дорожного движения. Как только в обратную сторону заезжает осетин на территорию Осетии, он вырывает с корнем свой и едет практически боком. Это отношение людей друг к другу, это культура. Прозвучал и традиционный вопрос о машинах с юго-остинскими номерами. Уже разработана система, по которой инспектор будет получать информацию о наличии у человека российского гражданства. Если оно есть, он будет оштрафован наравне со всеми. Отдельно остановились на подготовке водителей. Сейчас вводятся новые стандарты выдачи прав. Лицензию в Осетии получили лишь 13 автошкол. Эта цифра может сократиться. До сих пор не оформлена и единая программа обучения. Сейчас она только составляется. В ближайшее время все автошколы ждут проверки. Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.